Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня прекрасный день. В очередной раз у меня гостят молодые наши люди, но теперь уже с другой темой, и это очень интересно, потому что несколько месяцев назад мне попалась в Инстаграм страничка Media Attack, и эта страничка англоговорящая, сразу англоговорящая. Я увидел такую заинтересованность, ажиотаж у нашей инста-молодежи, особенно той, которая в Европе в том числе. И заинтересовался, сразу же подписался на вас. Вот. И себя они называют Digital журнал. Я не буду говорить о них, они сами лучше расскажут, но я представлю. Итак, Умар Харчилава, он уже у нас был в гостях, Алиса Агрба, Наида Абидова. Ребята, я вас попрошу рассказать, как возникла эта идея, в чем суть главная, основная. Ну и, наверное, мы с вами еще подробнее поговорим, когда вы представитесь, ваши специальности, да? Где-то мы с вами, кстати, стыкуемся. Вот. Ну, в общем, будет интересно, смотрите нас. Сейчас сразу же подпишитесь на Снахабар, это будет очень интересно. Ну, давай, Алиса. Как появился Атак? Да. На самом деле, идейный вдохновитель Атака, могу сказать, это Кантемир Балагов, потому что это человек, с которого вообще, по сути, это был своего рода толчком для возникновения этого журнала. Мы с Умаром изначально думали создать какой-то независимый ресурс, но именно тем, что послужило, как я уже сказала, толчком, была именно ситуация, которая произошла с Кантемиром Балаговым. Вообще, для начала стоит сказать, что я лично была подписана на Кантемира Балагова. Я очень люблю его творчество. Я смотрела «Тесноту». И, во-первых, первый раз увидела его у Дудя интервью. И мне было очень интересно слушать за тем, как он рассуждает. И я не знаю, я чувствовала что-то родное, что ли, если можно так сказать. И я была на него подписана в Инстаграме. И как-то раз он выложил, это, по-моему, было в марте. Это было в марте. Это было, да, кажется. Если ты про тату. Да. В марте он выложил фотографию со своей тату, где были изображены, так сказать, очертания лиц. Ну, там было название у тату, у публикации было написано «Россия, Украина, Грузия». У меня вызвало это негодование, потому что там был такой подтекст, что у человека, который представлял как бы Грузию, у него был огромный шрам на лице, и как бы казалось то, что у него отсечена какая-то часть. Ну и подтекст, мне кажется, очевиден, то, что 20% территории Грузии оккупировано, можно это так интерпретировать. Оккупировано. Да. Вот. И я была одной из первых, кто написал комментарий, там вообще наших пока не было совершенно. Я была одной из первых, я просто спросила, искренне не поняла тогда, какое отношение к этому имеет Грузия. Ну, то есть мне было не совсем это понятно. И потом уже началось, я скидывала многим своим друзьям, многие подключались. Если честно, даже не сам факт того, что человек это выложил, было странным, а факт того, какой это человек выложил, ну, лично для меня. Это человек, которого я безумно уважаю, во-первых, человек с Кавказа. Вот, и для меня это было шоком. И это стало шоком не только для меня, а для очень многих людей, потому что там просто такая, ну, нет, не хочу говорить слово «война», там началось такое, что... В комментариях ты имеешь в виду? В комментариях, да. Я да. видел, да. Это продолжалось не один день, несколько дней, и я помню свое ощущение. Я не могла вылезти с телефона, я просто сутками сидела напролет и ночью переписывалась и просто была никакущей. После этого мы мы как бы общались с Алисой и были шокированы уровнем дезинформации. Я написал Алисе, что нам нужно встретиться в Бригантине, но не сказал почему. Сказал, что реклама Бригантины. Да. Сейчас будет отсылка к Бригантине. Сказал, что у меня есть идея, Алиса сказала, что у нее тоже есть идея, и нам срочно нужно увидеться. Мы приходим, и мы одновременно практически говорим, что нам нужно создать платформу, которая бы занималась развеиванием мифов, которые распространяются грузинами, да, и как-то отвечать на вот это большое количество дезинформации, которое находится в Инстаграме и различных других площадках.
Да, важно тут сказать, что именно мы не знали, с чего... Мы хотели создать такой ресурс уже давно, но мы не знали, с чего начать. Это было толчком, и вот да. это было действительно толчком. Мы просто одновременно озвучили практически то, что давай, эта публикация будет называться «Миф и реальность». Да. И вот этому мы посвятили свой первый пост. Да, и я должен сказать, что мы уже вот, когда будем монтировать это видео, мы обязательно используем скрины Да. ваших публикаций. Просто хочу отметить темы, какие вы поднимали. Да? Это грузино-абхазская война, вопрос геноцида, Апсора, махаджирство и так далее. То есть как бы вы основные национальные такие вопросы поднимали и говорите об этом на английском языке преимущественно. Да. Да, и для англоговорящей аудитории. Да, еще Вот, стоит да. проблема студентов в Абхазии, Да, но мы не студентов. переводили это на Да, английский. студентов, да. Ну, проблему студентов вы сейчас, кажется, сами решаете, да? То есть, Да, я ну, думаю, стоит отметить, почему, да, еще одна из главных целей, почему мы создали такую платформу. Мы видим, что наше видение, наша позиция отсутствует вообще в этом медиапространстве, в этом информационном пространстве, никак не представлена. То есть даже если какие-то жители Европы, Америки, вообще англоговорящие люди захотели бы услышать и нашу позицию, ее просто нет. Вот, и мы посчитали важным именно на фоне этих всех событий, потому что именно в тот период активизировалась очень грузинская пропаганда, дезинформация, и именно это тоже как бы послужило толчком. ну, это после 24 Да, то есть- февраля все, то есть как бы когда Да, сконцентрированно начали писать о том, что Да. мы там вернемся, мы там и так далее. И тому Да, подобное. то есть первоначально у нас большинство постов на английском языке, то есть у нас они нацелены на англоязычную аудиторию, вот, но у нас есть и посты для, скажем так, внутреннего потребления, то есть на русском языке, будем еще писать на абхазском языке, вот. Ну, круто. Наида, можно я буду говорить Ная? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, как происходит работа внутри вашей команды. И сразу хочу обозначить, вам же никто за это не платит. Нет. Так что да. Тут можно поставить смайлики со слезами. Нет, нам никто не платит. Мы занимаемся этим в свободное время, которого на самом деле очень мало. В основном мы встречаемся в кофейнях или у себя дома, мы созваниваемся после учебы, между работами. Я присоединилась к Атаку чуть-чуть позже. Я присоединилась к Атаку на публикации о геноциде. Подход у нас разнится от публикации к публикации. Всегда дизайном занимается у нас Алиса, остальные обязанности мы делим по ситуации. Когда иногда кто-то из нас сильнее занят, чем остальные. Каждый из нас может переводить с русского на английский и обратно. Каждый из нас может собирать информацию, каждый из нас прекрасно пишет. У Омара лучше всего получается, допустим, разбирать по аргументам факты. Алиса великолепно работает с документацией, я могу чуть добавить эмоций. И мы как-то так скомбинируем это все, чтобы получились посты, которые будут и понятны потребителю, который не знаком с вопросом, и раскроют тему тем людям, которые уже многое знают, с новой стороны. Мы всегда стараемся... Мы стараемся никогда не говорить вещей, которые мы не можем доказать. Мы всегда приводим источники, мы всегда приводим, если есть возможность, цитаты, скриншоты, видео. То есть наша главная цель — это быть голосом объективности. И чтобы быть объективным, нам нужно быть независимым. Поэтому, как бы тяжело иногда ни было находить время, силы, мы не можем просто позволить себе брать оплату за нашу работу. Да, от каких-либо организаций. Это очень важный момент, который вы подметили, отсутствие финансирования. Несмотря на то, что у нас возникают различные проблемы, например, когда мы снимали видео о... Да, мы запустили рубрику о воспоминаниях людей о войне. Первое видео у нас было с Баталом Кубахи. И мы снимали, многие, кстати, спрашивали, как здорово получилось. Снимали на мой телефон, а потом аудио подставляли с телефона Омара. То есть, я понял. То есть у вас даже петлички У нет. нас нет никакого оборудования, но именно это делает нас независимыми, и это для нас очень важно. Да. Я еще хочу отметить, что вы очень четко, на мой взгляд, смогли выбрать форму для своих публикаций.
То есть это то, что воспринимается аудиторией именно в той социальной сети, где вы публикуетесь, да, в Инстаграм. Такие вещи, Информационная карточка, да, как говорят, у нас заходят. Да? То есть как бы и там у вас там 1000 лайков, я помню, да? Больше, Первый, да? где-то. Первый 2000 было больше, 200 да. с чем-то. То есть, какие охваты, какое количество, и наверняка вы знаете, из каких стран заходят и смотрят, да? По поводу охватов, конечно же, больше всего, как бы сказали, заходят у нас посты по развеиванию грузинских мифов. Да, это у нас очень самое актуальное. Вот. Посты, связанные с внутренними проблемами какими-то, да, мы поднимали проблемы студентов, которые коснусь чуть позже, они набирают меньше всего лайков, мы это понимаем. Сотрудничество пассивное. Да, вот. Ну, не только эти, у нас еще были по внутренним проблемам, еще были экологические публикации, да, Алиса занималась этим. Да, это было в сторис публикации, когда у нас была проблема очень серьезная с массовой смертью дельфинов. Вот тогда я была частью инициативной группы, поэтому вот эта атака, я просто информировала людей, собирала информацию, которую нам предоставляли. Мы консультировались с Сочинским дельфоцентром, и я просто резюмировала все, что нам сказали. Там это очень важная информация, и поэтому я закрепила их в сторис. Мне удивило, люди очень прям откликнулись вот именно на эту проблему и прям просили, расскажите, пожалуйста. Вот, Ну это, да, всех тронуло. По поводу того, откуда нас смотрят. Нас смотрят и читают с многих стран, и из России, и, кстати говоря, из Турции. Наши махаджиры очень активно нас читают и поддерживают, и очень радуются, что мы пишем на английском языке. Вот. Но также активно следят и в Грузии. То есть они нам пишут комментарии, не совсем объективные, не совсем лестные, но они очень активно следят. Ну и в Европе, и в Америке тоже следят, читают. Кстати, что хотела добавить. По поводу объективности, мне кажется, это один из самых важных аспектов, который Ная отметила, о том, что мы на самом деле очень стремимся к тому, чтобы звучать максимально объективно, несмотря на то, что мы, я считаю, находимся в очень уязвимом положении по сравнению с теми же самыми грузинскими пользователями. Объективно мы, вот если сравнивать на вот столько страниц, сколько создано в Абхазии, недостаточно для того, чтобы донести нашу сторону до англоязычной аудитории, которая может более-менее, как сказать, непредвзято взглянуть на эту проблему. И сколько вот ты вот стараешься, убиваешься для того, чтобы что-то создать, и это может не набрать такое количество охватов, сколько если просто напишут какую-то ересь грузинские пользователи. Это правда, к сожалению. И на первой публикации мы там использовали именно грузинские источники. Вот это для нас было очень важно. Я помню, как мы с Сомой... Почему мы тогда упомянули Бригантину? Потому что мы создавали этот пост в Бригантине и публиковали тоже там же. Создали атак прям там на месте. Я помню, как... То есть мы хотели показать грузинским, мы же отвечаем грузинским пользователям, да, то есть развеиваем, мы хотели им показать, основываясь на их же источниках, что это мифы, их мнение, их дезинформация, это все. Ну, а теперь я думаю, что самое время рассказать, кто вы есть, какое у вас образование, то есть чтобы наши зрители тоже понимали, ну, что вы имеете полное право, исходя из своих знаний, да, и образования, рассказывать и говорить. Давай. Я специалист в области международных отношений. В прошлом году окончил Южный федеральный университет. Я лингвист-переводчик, поэтому знаю английский и немецкий языки. Я окончила РУДН год назад. Я здесь немножко затесавшийся человек. Я студентка физмата выпускного курса, да. То есть журналистика не так связана тесно по образованию, как ребята, но я занимаюсь переводом достаточно долгое время, и устным, и письменным. Кроме того, я занималась журналистикой на более такой хобби-основе и также писательством. Ну, вообще физмат, у тебя, наверное, очень сильно развита логика, да? Да. Логика в спорах, в обсуждениях очень важна. И поэтому, плюс еще и с твоим писательским, да, прошлым, настоящим, мне кажется, что, да, хорошо работает. Теперь хочу перейти на другую тему. И тема эта связана с Пицундой.
и с вашим участием в этом. Не просто участием, вы оргкомитет, орггруппа. И я видел, скажем так, неприятие вашей акции, вашего флешмоба, участия абхазского общества. Исходя из того, что вы уже несколько месяцев боретесь в информационном пространстве с тем, чтобы нашу позицию слышали, в том числе в Грузии, да, в том числе на Западе. Как вы восприняли, ну, такой, скажем так, назовем это пресс и недоверие к флешмобу, которое, ну, участие, да, в определенной части населения. И это, кстати, раскручивалось, к сожалению, даже и на абхазском телевидении. Поэтому вот сюда перейдем на эту тему и, наверное, еще сможем как-то раскрыть какие-то детали. Было на самом деле очень неприятно слышать такие безосновательные обвинения, как со стороны каких-то анонимных телеграм-каналов, так и официальных лиц нашего руководства в том, что мы сектанты, мы подосланы Западом, или либо же вообще абсурдное заявление, что за нами стоят грузины. Когда участники движения Храх Пицунда, по сути своей, занимаются такой деятельностью, вот в нашем атаке, да, то есть по развеиванию грузинской дезинформации касаемо Абхазии. То есть это было очень неприятно. Никто из тех, кто нас в чем-либо обвинял, не посчитал важным и нужным связаться с нами, узнать, чем мы занимаемся. Вот, поэтому, да, это было крайне неприятно. Но есть и большая группа поддержки. Да, это я должен само отметить. собой. Вот, и в том числе вот здесь мои гости, и в социальных сетях у вас очень большая поддержка. И сегодняшняя наша встреча, вообще, честно говоря, я вас хотел позвать давно. Еще до начала пицунского этого вопроса, потому что на самом деле это вещи, которые... А я тоже окончил международные отношения здесь, в Абхазии, в Сухуме. И недавно у меня была встреча, то есть меня пригласили на встречу в медиацентр МИД. И моя инициатива, одна из инициатив, это как раз использовать социальные медиа, социальные сети как площадку для донесения информации об Абхазии. Потому как на официальные какие-то форматы, да, сложно пробиться Абхазии. Мы видим, что происходит с Женевским процессом, да, что фактически мы не являемся стороной в этом процессе, да. То есть и в этой связи возрастает роль социальных сетей и то, как мы можем там себя позиционировать. И вот сейчас, когда вы самостоятельно, без чьей-либо поддержки, учитывая ваши знания и ваше понимание, что там мы проигрываем информационную войну, вот, реализовывать себя. И я, кстати, вот, может быть, именно вашим опытом как бы связываю вот и свою инициативу. Я предложил, например, мы как работаем в социальных сетях, да, вот кто наша целевая аудитория? Это в том числе Запад, это в том числе Грузия, да, грузинская аудитория, чтобы они слышали нашу позицию от нас. Да. Это турецкая наша диаспора, это несколько целевых аудиторий внутри Российской Федерации, потому что Россия, она огромная, да. У нас есть соседние регионы, у нас есть братские республики, у нас есть, там, условно, Москва, да, это как бы как центр. У нас есть связи, наша диаспоральная связь, да, в большой России. То есть как бы разделить это информационное поле на целевую аудиторию и влиять на них, рассказывать о себе, используя социальные площадки, потому что это у всех, всем доступно, просто это нужно делать системно, как на работу ходить, да. Вот. Это была моя инициатива, и мне очень приятно, что моя инициатива реализуется вами частично, да. Вот. Как вы видите в целом наше позиционирование вот в сообществе, да, в мировом сообществе, что нам нужно делать, исходя вот, Умар, там, из твоей профессии? Я считаю, что, во-первых, наш МИД не единственный источник осуществления внешнеполитической деятельности, да, в соответствии с нашей концепцией по внешней политике. Внешнеполитической деятельностью занимается не только государство, но и СМИ, в том числе и НПО. Вот. Как СМИ, поэтому мы тоже понимаем эту ответственность и
считаем важным что-то делать. Вот, по поводу, хотелось бы отметить вот именно результаты, да, то есть мы не просто что-то делаем, у нас уже есть определенные результаты. Думаю, Ная может рассказать о нашем ответе журналу Докса. Перед этим, извини, просто я хотела бы добавить кое-что. Вообще, ухожу далеко, но для того, чтобы подготовиться к каждой публикации в Атаке, мы очень большое количество информации изучаем на самом деле. И для того, чтобы максимально объективно звучать, для того, чтобы донести до людей информацию, что мы действительно государство, которое заслуживает быть международно признанным. Мы очень много теорий приводим, но нам, если честно, хотелось бы и какие-то конкретные действия нашего, примеры, которые предпринимались нашим МИДом, подкрепить. То есть ты имеешь в виду активную позицию, да? У нас почему-то чаще всего мы наблюдаем пассивную позицию, да? Мы реагируем на что-то. Да, поэтому нам в наших публикациях очень хотелось бы привести конкретные примеры действий нашего МИДа, который находится, по сути, вот репрезентация Абхазии на международном уровне находится в зоне его ответственности, насколько мы понимаем. Поэтому, конечно, мне кажется, мы бы более чувствовали себя уверенно. Да, чувствовали бы себя уверенно. Было бы больше примеров. Да, если бы было бы больше примеров, которые мы могли бы со своей позиции, с позиции молодежи, которые ведут независимый журнал, если бы мы могли презентовать это в нашем журнале. У меня, в принципе, я проходил стажировку в МИДе в 2018 году, и поэтому у меня на самом деле очень много вопросов к этому министерству. И как мы знаем, да, к нашему министерству приковано большее внимание, чем к каким-либо другим структурам. Вот. И я не понимаю, почему сейчас перестала вести активно деятельность, которая у нас была заложена в нашей концепции. Да? То есть в нашей концепции по внешней политике выделены основные принципы и направления. То есть главная цель Абхазии, да, дальнейшее международное признание. Куда это делать цель? Мы что, от нее отказались? Почему у нас, я вчера буквально смотрел сайт нашего МИДа, и я не заметил там департаменты, которые раньше функционировали, да, департамент по Европе, департамент по США, Канаде, Турции. Они занимались мониторингом общественно-политических ситуаций в этих регионах. Куда они делись? Почему они были ликвидированы? Неужели мы отказываемся от нашей главной цели, да, дальнейшее международное признание, и отказываемся от того, чего мы достигли уже за этот период? Даже, я понимаю, в каком мы уязвимом положении находимся, но даже после войны, в блокадное время, да, у нас в этом направлении осуществлялась какая-то деятельность, у нас были результаты. У нас делегация ездила в Шотландию, да, и из Шотландии приезжали к нам. В городе Килмарнок у нас был поставлен, был поставлен памятник, да, можете прикрепить вот фотографии, памятник, это 95-й год, то есть памятник о погибших защитниках Абхазии. И в обратную сторону у нас здесь была переименована улица. То есть велась какая-то хотя бы общественная дипломатия. Где это все сейчас? Почему мы от этого отказываемся? Вместо этого сегодня, к сожалению, что мы имеем? Жучки, иноагенты, биолаборатории. Может, этим будет заниматься наши какие-то силовые структуры все-таки? Спасибо. Нельзя с этим поспорить, мне кажется. Я так понимаю, что у вас есть какой-то успех, о котором вы хотите рассказать. Да? Потому что я слежу за вашими публикациями, и, к счастью, у нас была возможность переговорить до начала записи, поэтому расскажи, это, мне кажется, будет интересно нашим всем зрителям. Нет, 14 августа студенческий российский журнал «Докса» публиковала материал о грузино-абхазской войне. В самом начале этого материала они указали, что для них было бы очень важно репрезентовать обе стороны конфликта, однако, когда мы полистали ниже, мы выяснили, что там совершенно не было абхазских респондентов. Несмотря на то, что они провели достаточно интенсивную исследовательскую работу, то есть они изучали работу абхазских историков, и именно абхазский голос, он не звучал в этой публикации. Разумеется, для нас, потому что, во-первых, «Докс» — это студенческий журнал, а мы сами занимаемся именно студенческой журналистикой, что это независимый журнал, а мы независимый. То есть мы чувствовали какое-то родство в плане деятельности, профессиональное, и для нас было безумно обидно это видеть. Мы в тот же вечер с Амаром созвонились и написали письмо,
ответное, где мы указывали все моменты в этой статье, которые мы считаем неправильными, неправдивыми. Мы также написали им, что мы готовы выйти на контакт, что мы готовы предоставить вам контакты наших общественных деятелей, наших официальных лиц, которые могут вам рассказать очень многое и о войне, и о том, что произошло после, о ситуации в Абхазии прямо сейчас. Потому что на самом деле Абхазия по сравнению с Грузией находится в преимущественном положении в том плане, что мы — это страна, у которой есть право на правду. Это страна, которой нечего скрывать, поэтому мы можем позволить себе открытые форматы. Да. Именно поэтому наш голос блокируется, потому что если мы будем говорить, то нас нельзя будет не послушать. Поэтому для нас принципиально важно, что когда мы слышим позиции, с которыми мы не согласны, позиции, которые неправильно нас представляют, позиции, которые лгут, мы можем им ответить, потому что нам есть что сказать, нам всегда есть что сказать. Так что мы написали длинное, эмоциональное письмо, мы отправили его и конкретно Доксе, и автору статьи. Нам в течение дня или 2, я точно не помню, прислали ответ, где говорилось, что, да, что перед нами извинились, сказали, что да, возможно, они не провели достаточно хорошую работу, но вряд ли они будут дополнять статью. Но сегодня, когда мы как раз готовились к сегодняшнему эфиру, мы сидели вместе, Амар открыл переписку, чтобы посмотреть конкретный ответ, и увидел, что нам прислали еще одно сообщение, где они говорят, что они собираются готовить вторую статью, в которой они будут рассказывать именно об Абхазии. Попросили нас прислать контакты тех людей, которых мы им посоветовали, так что мы считаем, что это огромный успех для нас, потому что мы добились от стороны, которая не хотела слышать нас, мы добились того, что они готовы не только слышать нас, но и рассказывать о нас. Поэтому мне кажется, что во всех ситуациях, когда вполне естественно не хотеть находиться на одной и той же платформе, что и страна, которая принесла такую ужасную трагедию нам. Это очень естественные чувства, это естественное отторжение. Но нам нужно понимать, что если мы будем закрываться, то мы не сможем добиться вещей, которые нам нужны. Если мы будем закрываться, то голос агрессора будет слышен сильнее, чем наш голос. А это непозволительно, особенно в нашей ситуации. Да, по поводу самого журнала Докса. Это огромный журнал, у него аудитория больше 100 тысяч читателей, поэтому пропустить такой момент мы не могли и посчитали важным именно повлиять на него, повлиять на их аудиторию, потому что у них в основном либеральная аудитория, которая не хочет, не знает и не хочет знать о позиции Абхазии, да. Поэтому я думаю, это правда большая победа не только для нас, но и для, в принципе, Абхазии, репрезентации Абхазии. Спасибо. У меня один вопрос остается. Это какие у вас планы? Это расскажите вкратце, если вы хотите рассказать. Может быть, у вас какие-то секреты, может, вы иноагенты? Нет, мы, как Абхазия, находимся в позиции, где нам нечего скрывать. Да, я согласен. Знаешь, вот ты когда говорил о том, что когда твоя позиция сильная, то тебе нужны открытые форматы. И, например, когда мы говорим о, скажем, пицунском вопросе, то вот в общественной среде, когда мы обсуждаем, я тоже всегда говорю, что у нас позиция сильная, у нас, у противников, да, ратификации, нам нужны только открытые форматы. Да? И это, мне кажется, вот попадание именно в цель в том смысле, что если мы хотим донести до большей аудитории правду, то нам нужны открытые дебаты и те форматы, которые позволят доказывать свою точку каждому. Ну что, расскажите? Я просто хотел добавить еще свои переживания, да. Со временем, я думал, мы будем выходить из международной блокады, да, а получается, что сегодня мы сами начинаем вести политику изоляционизма, и это не может просто не огорчать. Эту позицию я с тобой разделяю. Многие международники с тобой эту позицию разделяют, в том числе выпускники, не только международники, да. В общем, все, которые заинтересованы, ну, мы понимаем, что наше государство прошло через все вот эти тяготы, и сейчас у нас исторический шанс, я очень часто повторяю эту формулировку, вот, от виновного населения за 100 с лишним лет стать признанной страной, признанным мировым сообществом, рассказать всему миру, что есть абхазы, что есть вот такие абхазы, вот, и что мы никогда не сдадим своих позиций и будем добиваться правды и справедливости во имя тех, кто нам принес эту свободу, и во имя будущих поколений.
Вы спрашивали насчет планов. Да, да. Вообще, даже в самой первой публикации мы написали о том, что помимо освещения историко-политических вопросов, касающихся нашей страны, у нас вообще, в принципе, очень сильная направленность именно на молодежь. То есть нас волнует то, что волнует молодежь. Мы хотим говорить об этом. И вообще, для меня лично, я думаю, для ребят также, для меня Атак — это что-то живое. Это то, что как будто бы не то чтобы живет своей жизнью, мы просто каждый из нас своей индивидуальностью приносит в это что-то свое. Но при этом это журнал с очень сильной гражданской позицией. Мы поддерживаем инициативы, мы сами в них участвуем, сами их создаем, и мы также будем это делать. Например, вот недавно относительно недавно, решили запустить дебаты. Мы совместили разные форматы, опробовали, и я думаю, у нас очень успешно получилось. Да. Ну, мы ждем тогда. Да, и хотелось бы больше вносить именно какую-то культурную сторону. Вот я буквально вчера ночью, когда засыпал, слушал абхазские народные песни старые, и я подумал, что было бы неплохо, на самом деле еще не обсуждал это с девочками, но было бы неплохо, если бы мы тоже как-то делились, может быть, даже переводили на английский язык и делились у себя на страничке. Я даже могу посоветовать людей, с которыми можно связаться. Кстати, Вот, у нас прямо сейчас начинается работа, можем прямо здесь написать вам статью. Тогда мы переходим от бригантины в эфир от Снохоба, Да. да, и Медиатак продолжит свою работу уже здесь. Я бы, с вашего позволения, хотел бы поднять еще одну важную Конечно. тему. Это проблема студенческой пассивности. Мы проводили свой независимый социологический опрос, и согласно нашему исследованию, более 60% студентов в Абхазии, они подвергаются со стороны преподавателей подвергаются неуважительным отношениям. Да? То есть это личная неприязнь, это унижение, это оскорбление. И мне хотелось бы сказать, что университет — это не только площадка, которая предоставляет им качественное образование, но это площадка, которая формирует личность. Если выстроилась такая система, в которой многие студенты даже боятся отстаивать свои права, да, то нужно с этим бороться, нужно учиться отстаивать свои права, потому что сегодня это студенты, которые боятся отстаивать свои права, а завтра это граждане наши, которые тоже уже в обществе, находясь, будут бояться отстаивать свои права и бояться отстаивать свои национальные какие-то интересы. То есть очень хотелось бы, чтобы наше студенческое сообщество, да, наши студенты все-таки не боялись высказывать свое мнение, были более активными, и чтобы преподаватели им не мешали в этом направлении. Чтобы преподаватели тоже не боялись и отстаивали права студентов, свои права и свои гражданские права. В защиту студентов готова сказать, что я хорошо знакома и с Союзом студентов, и в принципе так я учусь в Абхазском государственном университете. Я знаю много студентов, мы все проводим целый год вместе, и студенты на самом деле очень активные люди, просто они редко видят возможность для высказывания этой активности. И мне кажется, что сейчас, особенно в вопросе Пицунты, сегодня именно тот момент, когда пришло самое время эту активность проявить и дать о себе знать. Я более чем уверен, что если студенческая молодежь проявит свою активность, никто им в этом не помешает. Да, и конечно. только получит поддержку, в том числе от руководства университета. Да, конечно. В защиту преподавателей готова сказать, что в принципе в Абхазском государственном университете у многих преподавателей тоже активная гражданская позиция, и у нас очень много компетентных руководителей, так что здесь нужно понимать, что несмотря на то, что наша система образования стремительно устаревает, она построена советской, у нас есть люди, которые готовы построить новую, и этим нужно заниматься. Еще хотел один момент. Мы не единственные участники движения Харах Пицунта, которые работают в этом направлении, да, я имею в виду. Так. У нас есть также наша участница Александра Барганджа, у которой тоже есть своя платформа в Инстаграм, называется Абснапро, и она также активно на английском языке доносит иностранной аудитории нашу абхазскую позицию. Поэтому перед тем, как это обращение к различным телеграм-каналам, перед тем, как обвинять нас в чем-то, пускай с нами поговорят и узнают, кто мы, что мы из себя представляем, чем мы занимаемся. Да. Возвращаясь к планам, да. Мы запустили серию видео, интервью о войне. Самый первый эпизод был с Баталом Кабахи, с ветераном войны
мы хотели бы здесь заявить, что мы хотели предоставить как можно больше историй, и если есть кто-то, кто хочет с нами связаться и рассказать про то, как они пережили это тяжелое, ужасно трагичное время, мы с удовольствием бы послушали и с удовольствием бы записали и поделились этими историями. Были случаи, когда люди прислали нам эти истории, совершенно ужасные, которые, как мы считаем, должны быть услышаны, но они просто не готовы были ими делиться публично. Сегодня у меня была запись 2 часа назад у Луци Жикерба, и она рассказала очень тяжелые истории. И я думаю, что я контакт ваш дам, и вы сможете связаться. У нее очень много историй, которые, я думаю, что будут интересны, будет важно, интересно такое неправильное слово, будет важно донести до, в том числе и до грузинского населения, и до западных стран, и до всех тех, и даже вот здесь внутри Абхазии, потому что иногда есть ощущение, что мы забыли через что нам пришлось пройти. Но не хочется завершать на такой ноте. Вот. Я хочу сказать вот о чем. Вот ты, Умар, сказал, что о вас пишут, но на вас не выходит, да, с вами не контактируют, а о вас говорят. Я хочу сказать, что контактируйте, очень легко это делать. Да, нет, вот ребята открыты. Сразу после мирного шествия флешмоба я вас позвал, ваших друзей, да, соратников. Пришли. Сегодня я вас позвал, пришли. Вы готовы, насколько я понимаю, выходить на любой эфир, в том числе Абхазское телевидение, Абаза ТВ, Медуза. Да? Вот. И то есть любые СМИ, обращайтесь, мы тоже будем всегда вас ждать и гордиться вами. И вы знаете, очень много обсуждений в последнее время, особенно вот о молодежи. И почему-то кто-то считает, что я молодой. Вот. Я вот честно вам говорю и нашим зрителям, я просто горд, что у нас есть такая молодежь, которая будет отстаивать позиции Абхазии и собственное мнение всегда, в любой ситуации и во благо нашей страны. Я вот вами горд и вашими друзьями, я вас вижу. Спасибо, что вы такие есть, и надеюсь, что мы все вместе будем только всегда побеждать. Спасибо. Спасибо, что Спасибо пришли. вам. Вот, и оставлю в описании только одно. Ссылку на медиа. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем пока, подписывайтесь на Апснахабар.